Ребятушки, всем большой привет. Ну что, родные, вот и осень. Сегодня 31 августа, завтра 1 сентября, ребятки, я вырываюсь на рыбалку. На какую, ребят? Все правильно, это налим, ребятки. Это моя пора, это самая любимая моя пора. Налим, осень, грибы, ягоды, охота. Просто, ребят, я просто все, вдохновение весь. Соответственно, с отпуском немного не получилось у меня, так как обычно в это время я брал отпуск пару недель и просто проводил времени в лесу, в тайге. Ну тут, ребят, выходные, сегодня суббота, быстренько отработал, рванул быстро домой, собрался, запаковался, приехал в поселок к родителям, поселок Первомайский, привез дочь к бабушке. И без промедлений как раз кореш приехал в поселок, привез меня до села Вочи, получается. И сейчас захожу, ребят, по тайге, по своему любимому лесу. Это лес с детства. Беломошник, боры, ребятушки. Просто красавец. Постоянно здесь брали грибы, ягоды. Ну, в этом сезоне 31 августа на данный момент с грибами еще очень плохо. Был какой-то выход, но выход такой небольшой. Немного повыскакивал и сразу же все затихло. Но впереди, ребят, впереди хороший сентябрь, как говорит прогноз погоды, так что я думаю, будет все впереди. Пособираем мы, ребят, грибочки, ягодки. Ну, короче, походим в любом случае. В данный момент, ребят, топаю по дороге. Дорога хорошая, накатанная. Идти спокойно. За бортом 10 градусов тепла. Но сегодня солнце, ребят, сегодня хорошая погода, тепло. Ну, я имею в виду ясно. Но уже осенняя пора такая. Ночью 6-4 градуса. Были уже заморозки до нуля у нас. Ну, в принципе, нормально. Комара нету. 10 градусов. Спокойно иду. Ну, то бишь ход у меня быстренький и не потерю. Классно, ребят. Все здорово, все четко. Так, в данный момент, ребят, надо пройти около 4 километров. Ну, соответственно, дорога была хорошая. Сейчас буду спускаться к болотам, к низинам. Дорога будет немного... Ну, дорога будет разная. Боюсь, рискую, боюсь, ребятушки, не пройду я ручей, потому что вода здоровая, очень большая вода, ребят. Так, по сезону она и не упала, ни хрена тепла не было. Сезон вообще отвратительный. Ну, налим, ребят, налим. Дело такое, то что вода, грязь, дождь, мороз. Это только все на руку, только все плюсом. Вот почему я люблю эту рыбалку, ребят. Рыбалка детства, доночки, костерок, пикничок, ребят, классно. Ну все, ребятушки, потопали. 6 часов, точнее 16 часов времени вечера. Ребят, опаздываю немного, так как надо успеть сделать костер, лагерь. Ну, короче, времени занимает это тоже уйму. Так что, ребят, вперед, погнали. Все как обычно, ребят, по-спортивному. Рюкзачок мой походный. Все самое основное. Так как поход пеший, ребят, ну, берешь по минимуму, потому что 4 километра, ну, тащить само собой надо. 4 километра, ребят, это все-таки расстояние. Рюкзачок, ребят, самое основное, но самое необходимое. Продукты, кое-какие там вещи. Ну, соответственно, основной объем занимает донки, мотовила, грузила. Ну и баночка с червями. Ребят, как школяр в детстве вот так же ходил, вот так же, ребятушки, иду. Сейчас буду переходить в ручей, попробуем добыть грибов каких-то, посмотреть. Хочу сегодня, ребят, жареных грибов свежих поесть. Посмотрим, не знаю. Ну, сильно гулять не буду. В планах завтра погулять с утра, походим, посмотрим. А так, если по дорожке попадется, то будет классно, здорово. Все, ребят, бегу. После дождей вот такие лужи. Вода большая. Сейчас проезжал мост. Страшный уровень. Вообще мост стоит аж прямо. Движений никаких не видать. Короче, будем надеяться на сентябрь уже.
Все надеялись на июнь, потом на июль, потом на август. Но уже на сентябрь. Дай бог, что рыбацкий бог услышит и даст мужикам порыбалить. Здравствуйте. Как успехи? Ой, Не клюет? вода. Вода большая, да? Да, поднимается. Опять поднимается? Ну, и Ну, поэтому... что ты будешь делать? Сезона не было в этом году, да? Вообще Шум, не говори, толковой рыбалки не было. не знаю, ну на налим это можно попробовать. Налима уже начали ловить, так что. Ну на ночь, если... Да, на ночь хочу попробовать. А так что, ничего А интересного? так, вчера ездила окушки поклевывали. Окушки, Ну, да? сегодня подкормку взяла, такое место хорошее, там хламчик, все. Ага. Думаю, посижу. Ни окуни, никто. Потом на обрыв-то вышла, вниз гуляют. Ага. Белая рыба. Все кидала. Нет. Вот два маленьких подъязка, которых выпустила, Угу. они вот бросились, а так ни на кого, Понятно. бесплатно, короче, я сходила. С грибами тоже, да, бесполезно? А грибов видела вот по дороге, что вот уткнулось, и то большие. Понятно. Ну ладно, все. Всего доброго. Да, конечно. Дело-то не в этом, дело. Время быстро идет. Согласен. Ну что, ребят, сами все видели. Не удивление, женщина едет на велосипеде. Но тут вот и объясняю, что есть дорога, можно вот кататься. Вот женщина-рыбачка, понимаете, ребят, в чем движуха. Я думаю, в мегаполисе это редкость. А вот у нас как бы нормально. У меня есть рыбачка Ольга, много на канале вы видели. Женщина со стажем тоже пьет больше, чем мужики, и рыбачит так же, ребят. Вот так, ребят. Уже вот двух грибников встретил, получается, в начале. И вот сейчас, это, кстати, учительница моя начальных классов. Ну, наверное, меня она не узнала, так как появляюсь тут редко. Отпустил бороду. Многие меня не узнают, ребят. Ну, прям. Воздух, ребятки, какой вообще бомбовский. Такая свежесть, ну как на улице не сильно так жарко, ну как жарко, прохладно даже, я бы сказал. Солнышко и вот черника, вот брусничка пахнет. В лесу, ребят, конечно, красиво, вообще здорово. Не боятся женщины, вот ездят. Кстати, было предупреждение здесь, в этом районе пострелили медведя, ну как не добрали как будто. Так что шатуна возможно ожидать. Да и тетя с мамой ходила, вот тоже по грибы. Вот тоже шли по этой дороге, хотели за грибами сходить. И медвежонок встал прямо на дорожку. Ну, медведицу они не увидели, но испугались, потому что где-то она рядом была. Короче, ушли. Так что медведь тут и есть, ребятушки, есть. Ну вот, ребят, под камеру незаметно добрался до ручья, значит, прошел около 1,5 километра, наверное, уже своего пути. И уже ручей. Обычно здесь, ребята, я делаю тихо, потому что здесь рябчик постоянно. Но я без ружья. Сегодня спокойный, тихий рыбак. Кстати, охота открыта. Всех рыбаков с Коми, ребят, большой привет. И с праздником вас. Фух. Так, ну тут дорожка. Ну, ребят, тут есть такой закуток. Здесь. Здесь. Они стоят, ребят. Они меня ждут. Красные красноголовики, которые я хотел сказать. Смотрите, ребят, какой красавец. Толстоногий. Раз. А вон еще один, ребят. Два. Ну все, ребят, сегодня жареха будет. Уже 3, я даже еще не дошел. Классно. О, какой красавчик, ребят, смотрите. О, какой красавец.
Кстати, ребят, сегодня взял финочку НКВД. Лежала она у меня как сувенир от компании Барк. Ручная работа. Карельская береза. Но сегодня, ребята, его хочу использовать, как вообще, как посмотреть вообще, дело он пойдет или нет. Охотничьим ножом его не назовешь, так как, ну, реально это нож убийца, скажем так, да. Но вот в плане вот каких-то движений, вот таких грибочных, разделочных, там, нарезочных, я сегодня его попробую. Ох, ребят, чистенький, смотрите, просто идеален. Сразу почистим так, чтобы он был чистенький, не заморачиваться. Толстоногие, ребятки, смотрите, какие классные, классные грибочки. Просто красавцы. В принципе, 3 грибочков мне уже, ребят, достаточно. Значит, завтра есть вариант с утра погулять, так как стартовать буду около 6 часов, наверное. Вот такая финочка, ребят. Сегодня будем ее тестировать. Что-то я одел, хочу посмотреть, так что посмотрим, как оно будет себя показывать. Ладно, ребят, впереди ручей, надо перейти его. И еще один бор, километра 2-2,5, а мы на месте. Ну вот, дошел до ручья, получается. Сейчас подниму брони и потопаем. Ну да, видно, что подноводный ручей. Ну, тут и говорил, что тут река совсем. В принципе, как будто нормально. За брониках спокойно я перейду. Так что не так уж страшно. Так высоко не буду поднимать, вот так достаточно будет. Топ, топ, топает малыш. Тарарарарарарара. Опа. Так, тут надо по тропиночкам. Опа. Не особо полноводный, но нормально. Можно ходить. По сезону бывает. А вот, ребят, подберезовик, смотрите, стоит. Но я такие грибы не беру. Подберезовичек прям в ручье тут стоит. Все, ручей перешагали. Ну и по бору сейчас, ребят, по красивому березнячку пройдемся. О, красота там. Бухарики там бывают сидят. Короче, нормально. Что, братва, вот пересек ручей, иду по красавице бору. Такой бор тут интересный. Раньше очень был красивый, но одно время здесь был ураган. Вот много повалило. Так попадало, но уже так стал уже более-менее некрасивый, но раньше был вообще красавец. Так, время у нас 16:43. Я в пути 1:15. Делаем, ребят, на беззвучный. Все. Я погружаюсь, ребят, в ностальгию на сутки. Забываюсь, погружаюсь. Все, ребятушки. Дрюни нету больше. В том мире, Дрюня в этом мире. Просто сердечко, ребят, трясется, просто отвечаю. Кем быть? Ностальгия вообще страшная, страшная, ребят. Одиночные походы, ребятушки, это для меня просто, я не знаю, убийственная тема. С ягодами тоже проблемки. Феофанчик там косит ведрами, а у нас тишина. Второй сезон, наверное, уже с ягодами проблемы какие-то. С грибами не знаю, как в этом году будет. Ну, с ягодами, да. Иду по тропе, ребят, издалека увидел. Красноголовичек стоит. Посмотрим сейчас его на состояние.
Какой-то неважный он. Да. Какой-то такой он хлюпенький. А, наверное, белочки, ребята, его оставим. Пускай белочка покушает. Высохнет и белки порадуются. А так сгниет потом. Ну, я так понял, что где-то вот, ну, в более таком сыром месте надо смотреть. Вот там гриб нормальный, а вот на открытом какие-то слабенькие они стоят. Пересек, ребят, бары, получается. Все, финишная прямая. Может, метров 700 я на реке. Ножки изрядно подзабил, чувствуется. Походник таежник в этом году вообще обленился. Да и погоды не было, ребят, ходить. Но впереди хорезовые рыбалки. Вот там ребят находим. Страшно просто. Григорьевич поправился. Григорьевич, привет тебе большой. Все вроде в норме у него. Я рад за него, что здоровье. Со здоровьем все в порядке. И с Григорьевичем рванем мы на хорезовую рыбалку. С ночевой, а то может и на пару дней. Вот там мы находимся конкретно. Ну а пока, ребят, налим предвкушение. Любимая моя рыбалка, отвечаю. Очень я люблю ее. Ну вот, ребята, разоренный муравейник. Медвежки, медведи, медведицы, медвежата разрушают вот так. Ну это все уже мертво. Но вот тут начинает новая жизнь бурлить. А там уже все. Вот видно такие ходы, ребята, у муравьев. Там видите дырки какие. Интересные штуки. Финишная прямая, мы на месте. Все, уже вижу речка, река. Сейчас посмотрим обстановочку. Что-то как. Добрались. Ну что, ребятки, вот мы и на реке. Привет, река. Как ты живешь тут? Вижу, бутылки валяются. Но это не из этого. Сейчас будем берег, как обычно, чистить, смотреть. Вот, ребят, это наш закуточек, где мы сегодня будем рыбачить. А здесь плановый лагерь, так скажем. Когда-то мы здесь сделали навес. Вот то, что от него осталось, походу. Да, все, навеса нету. Здесь обычно у меня костровище было. Вот здесь. В этом году здесь никого не было. Но вижу, по сезону кто-то делал интересные вещи. Походу столик. Кто-то заморачивается, молодцы. И вот здесь интересно костровище. Вот видно проволока какая-то. Ну, старое костровище, не свежее даже. А так вот все заросло. Никто тут не рыбачил. Сегодня, ребят, место это мое. Пойдемте, пройдемте, посмотрим. Вот здесь это яма. Ну как яма? Ямка это не назовешь, но ну, ходить можно, в принципе, нормально. Вот такая штука. Вот здесь, ребят, там пляж получается. Домики кидаем недалеко, буквально 20-15 метров. И вот эту местину мы сегодня с вами облюбуем, ребята. Вот этот пляжик. Вот с этой кочки до вот этих кустов. Поставим 7 доночек. Ну, сегодня червь, ребят, наживка червь с миногой. Без вариантов, потому что вода, смотрите, какая большая. Так-то можно было миножек копануть, но, увы. Какие-то дрова, ветки вон. А тут костер делали, вон, смотрю. Жгли что-то. Кстати, ребят, третий год я открываю сезон здесь. Вот именно здесь. По Налиму, вот здесь, в этом месте. Не знаю почему, но это уже... И рыбачу здесь всего лишь 2 раза. Потом уже ездим по всяким разным местам. А начиная сезон на Налиме здесь, ребят. И один. И третий год получается. 2 года, ребят, я оставлю ссылочки в описании к видео. Посмотрите тоже. Тоже было интересно, ребят. Какой-то год мы хорошо отловились. Позапрошлый год вообще попалась интересная рыба. Так что ссылочки, ребят, оставлю. Поглядите. Кто, может, не смотрел, кто недавно добавился. Так что гляньте. Так, ну что, добрались. Здесь мы и забазируемся. Можно что-то будет придумать, как столик. Ладно, это ночью делать нечего. Ночевать с 9, получается, с 8, да?
9, 10, 11, 12, час, 2, 3, 4, 5, 8 часов. 8 часов, ребят. В темноте конкретной. Так что заняться будет чем. Так, сразу достанем все вещи, распакуемся. Так, здесь червячки. На что сегодня мы будем рыбалить на лима. Вот они, красавцы. Сегодня же наживо. Самое главное. Так. Продукты. Что-нибудь вкусненькое приготовим. Ну как приготовим? Уже понятно, что будем готовить. Вот с этой картохой молодой, ребят, этого сезона. Это мамкина картоха. Так, здесь посуда. Ну то, что я с собой беру. Какие-то там еще вещи, специи, лук, морковка, там, ну туда-сюда, как бы всякое разное. Здесь котелки, сковородочки. Все по пакетам, ребят, видите, по шпионскому. Надо что-то придумать как-то конкретное, уже надоело. Так, ну самое главное, ребят, это донки. Вот самое тяжелое, что ни на есть. Не знаю, может килограмма 3-4 донки. Ну и термосок. Хочу попить, ребят, чая травянистого, такого интересного. Спотел, так что сейчас чайку глотнем. Чаечка попьем. Это что такое у нас? Маслята. Маслята. Шиповничек. Ну, можно заваривать сегодня ночью. Балдеть. Ягодки тут вон растут. Костяника, брусника. Всякое разное. Так, ну что, попьем чая, успокоимся, так скажем. О, баланчик. Да вот тут, наверное, сделаем костерок. Местена такая классная. Ну, погода вроде как хорошая, так что ветра не должно быть, ни дождя. Ну, ребят, за прибытие, так скажем. Чаечек на травах, ребят, смотрите какой. Что, ребят, ваше здоровье. Мы добрались. Ништяк. Вон, ребят, костяника, смотрите, растет. Прям здесь. Огонь. Кисленькая, правда. Малинка растет. Все в флаконе, ребят, все в одном флаконе, так скажем. Смотрю, пока периодически дрова. Ничего такого свежего не попадало. Я без топора, ребятушки. Так что надо что-то будет решать. Ох, какая рябинка, красавица. Смотрите, ребят, сколько ягод. Вообще бомба. Ну-ка попробуем. Как-то с пацанами раньше ели даже вот эту рябину. Ну, вяжет. Ну, витамины, ребят, полезно. О! Чтоб не мозолило глаза, ребят, ни вам, ни нам. Так как я сторонник, ребят, всех этих гадостей. И всех к этому призываю. Кстати, все равно это работает дело. Специально вот вожу пакеты для мусора. Периодически собираю. Вот если место есть, в рюкзак ложу. Дороги выношу. Ну, стараюсь, ребят. Сейчас бутылки соберем, мы их сожгем. То бишь тащить не надо будет. Сразу пока побегаем, пока есть время немного. Я уже посмотрел, здесь валяются. Не могут культурно отдыхать. Вот бутылка валяется. Пивная.
Зато будет красиво. Вот еще бутылка валяется. Там где-то бутылки, фантики. Ты положил. Пало, что ли? Ну, эти дрова мы, наверное, на берег перетащим. В любом случае. Опа. Так. Так, ну для начала нам нужны рогатульки и веточки для донок. Без них никуда. Сейчас посмотрим. В районе 7 штук. Обычно где-то вот такой длины делаю. Потом заостряю вот таким образом. И делаю надрезик. Это для лески. Одна готова. Ну и вот так, ребят, 7 штук. Заодно финочку потестируем, так скажем. То лежит, красуется дома. А что-то думаю, дай-ка возьму-ка я ее проведать. Ну вот так, ребят, Макар понятен. Все, рогатульки наши готовы. Так, я думаю, начнем с конца, чтобы примерно понимать ситуацию. Самая основная, вот этот песочек. Здесь надо почаще, здесь немного пореже. Но никогда не угадаешь, где налим проходит. Так что бывает и здесь налим берет, там наоборот не трогает. Бывает, там хорошо идет, а здесь не трогает. Так что вот как-то так. Сейчас начнем с оттуда. Будет мне так более понятно. Не успел, ребят, поставить 4-ю донку. Первые донки как купола церкви звенят. Звон стоит страшный. И лодочка вот идет, видно, трейлингуют ребятки. Короче, вот такие дела. Вот так место готовим. Ямку обкидал. Донки звенят, страшно, мелочь, ребят, еще грызет. Ну и последнее, здесь 2 в траве. Вот тут был, ребят, заводское грузило, получается, с вертлюгом. Ну вот, не выдержала напаса. Не выдержала напаса. Обломилась. Вот что значит заводские грузила. Так, самопальное грузило. Старая ложка. Также петля в петлю. Все. Идеально будет работать. Как последняя донка. Вода слишком большая. Вот обычно по осени ставлю за травой. А здесь вот такая вода, что приходится вот так, ребятки. Донки звенят страшно вообще. Я уже внимания не обращаю, не отвлекаюсь. Ставим последнюю донку. Идем готовить базу. Ну что, родные, вроде получилось. Все раскинул. Комарики что-то вышли к вечеру. Кусают. Так, одну вот здесь получилось поставить, потому что, ну, вот здесь как-то можно было, ну, сносит. Я ставил на бугорок, и вот здесь тоже траву оборвал. Где вот она у меня?
Ага, вот здесь. Ну, поставил недалеко, так как вода большая, яма где-то вот здесь проходит. Но течение ужасное здесь. Основная цель вот получается на вот эти донки. Как-то вот так, ребятки. Ну все, дела сделали. Самое главное, сейчас занимаемся костром, бытом, ну и так далее. Рыбешки эти заберем на лагерь. Здесь только я буду ночью спотыкаться об них, а там они мне пригодятся. Тут здесь оставил черви, поводки, грузила. Все, здесь готово. Ну, точка-то, я думаю, будем надеяться на нее. Но звенит там страшно, ребят, там уже ничего нету по-любому. Хороший корень, но я, наверное, его не выволоку, блин. Так-то корень классный. Вытащил я, ребята, этот корень с горя пополам отсюда. Дури пока хватает, что нормально. Сейчас попробуем его притараканить, и будет четко. Вот этот корень будет гореть на всю ночь, мне хватит. Ребят, сделал. Сначала с обрыва его, короче, выпер. А он на весу кое-как. Чуть меня вниз не скатился. Отсюда его вырвал. Деревья вот ушли, попилили. Ну, ребят, я его не то что сюда дотащил. Я его еще до места, где хочу кайфануть. Вот здесь так классно, уютненько. Все, ребят, смотрите, какая штука. Вот это будет гореть у меня всю ночь. Так что по дворам, по травам я уже спокоен. Так. Тарарай-рарай. Туруруру-юруруй. Газовая горелочка где у меня? Газовая горелочка, ты где? А вот она. Мешки. Сейчас попробуем распалить. Что это дело? Вот жалко то, что вот пьеза сломалась почему-то. Раз через раз почему-то. Все, с этой штукой вообще шикарно. Помню, осенью туда попал под дождь, ну все сырое, ни хрена не разжечь. Разжег этой херней. Нормально. Корень старый, кора, все пойдет в ход. Сейчас главное распалить. А потом распалим. Что хочешь, то и кидай. Главное, корень притащил до места дислокации. Уже радует. Хожу, брожу, что-нибудь путного для костра. Ну, старые баланы, которые уже все
трухля и дровами не называть. Просто валяются так сами по себе. Ну, хотя вот, допустим, в плане вот этого корня можно еще поспорить. Опять бутылка валяется. Да не, хорош. Все сгорит. Все, ребят, закат провожает рыбаков домой. Но я здесь, ребят, остаюсь один. После них точно никого уже не будет, это 100%. Вот такие пирожки. Да, с дровами, ребят, напряжка. Как-то надо что-то искать. Что-то надо решать. Ну, вот небольшой завал после весны. То, что можно еще взять тут так потихоньку, помаленьку. Но не особо тоже. Вообще ни о чем. Так, чуть-чуть подсоберу. Мало дров. Вроде и лес, а взять нечего. Так, времени у нас 6:30. Надо перекусить, наверное, сейчас по шустрику. И перезарядить доночки. Еще, конечно, рано, но надо перезарядить. Может, подъезд возьмет с вечера окунь крупный или еще что. Так что пускай они пустыми тоже не будут. Так, сейчас шампурок вырубим. Поджарим сосисоны. Так, быстренько перекусим. Вроде костер пошел. Нормально. Сосисочки сейчас, ребят, поджарим. Наши зеленецкие. Хрена тут, хрен поймешь, что тут за такие чудеса, блин. А то я после работы, после монтажа сразу быстро собрался. Ничего этот не кушал. Быстро-быстро погнал в поселок. Вот так будет, как шашлык у нас, ребятки. Ну вот это я не пойму, они что, довес делают или что? Прикольная штука. О, пускай коптятся. Нормально. Это в мусор. Все сожгем. Все сожгем. Так. Помидоры, овощи. Помидоры черри. Ну и хлебушек. Как же без хлебушка. Чернявенького надо бахнем. Так, сосиски мои надо подкрутить. Во. Все, ребят, сосиски поджарил. Можно трапезничать. Ну вот так, по-босяцки, ребят, все это выглядит. Так что приятного аппетита. Настало время перезаброситься. Уже насажу, наверное, по хорошему шмату червей. Так как, ну реально уже вода такая, осень уже конкретная настала. Может с вечера выйдет. Бывает, ребят, налим выходит с вечера.
ждешь его ночью, а он с вечера выходит. Бывает под утро, как начнет раздавать, вот не поймешь, всякое бывает. Соответственно, перезакинем, перепроверим, перенасадим. Так, ну за такое время уже вот немножко травы подбило. Черви, в принципе, нормальные, но какие-то донки там звенели страшно. Сейчас добавляю червей. Даже, ребята, если бывает у меня вот червей обгладывают, остаются вот эти бошки одни. Я их даже не снимаю, я просто добавляю. Добавляю. Чем больше, тем лучше. Соответственно, вот так протаскиваю и добавляю свежих. Бац. Мелкие, большие, без разницы. Тем больше, тем лучше. Но единственное, что, ребят, красный червь сюда не подойдет. На такие снасти. То бишь донка падает жестко, грубо. Такие черви просто-напросто их собьет. Вот еще вот не знаю, что придумать с спутыванием поводков. Уже какую леску не брал, и толстую, и мононить, и флюрокарбон, и вертлюги ставил. Ничего не помогает. Но это соответственно, никогда она стоит. А когда ты вытаскиваешь, получается, грузило мотает, как блесна. И вот тогда он запутывается. Это уже замечено у меня. А так уже пробовал. Может, кто знает, ребят, какой-то совет, может, даст. Реально, что вот сделать. Я уже разную, и такую леску, и импортную, и советскую, и какую только не пробовал. Нифига не помогает. Так, ну первую доночку перезарядили. Все, тишина, стелится туман. Стелится туман. Потихоньку переходим к сумеркам, к ночи. Так, ну чё, давай, родная. Ищи Налима, Никодима. А мы посмотрим. Вот так вот клево. Вот так нормально. Донки перезарядил, ребят. Но звон стоит такой вообще. Цин-цин-цин там. О. Там где-то. Тут. Капец вообще. Рано еще, ребятки. Ну, имею в виду, рано для Налима. Мелочь еще не отошла. Сейчас часик и буквально, и она отойдет. Тишина такая. Классно. Туманчик. Закатик. Все темнеет. Проблемы с освещением у меня сейчас в данный момент. Папкин фонарь потерял. Есть китайский маленький. Я не знаю, как буду снимать ночью. Но что-нибудь постараемся. Рыбалка ночная. Вот с освещением плоховато. Странная охота. Вечерняя заря. Нет выстрелов. Обычно уже бам-бам-бам-бам. Тут стариц много рядом. Что-то не стреляют охотнички. Ну что, у нас темнеет, господа. Господа рыболовы, у нас темнеет. У нас темнеет. Костерочек надо подворошить. Корень надо как-то положить, наоборот, чтобы спустился он вниз. Вот так. И корень надо положить так, чтобы не на весу был, как-то внизу, блин. А у нас это, наверное, не получится. Ладно, может, что придумаем. Так, ребят, перевернул, короче. Вон, корень сразу начал полыхать. Другое дело. Так, телефон поставил на зарядку. Что-то опять не подугадал с этой работой, с этим интернетом. Постоянно в сети, да, батарейки не хватает. А на рыбалке телефон нужен. Мало ли что позвонить. Тут благо связь есть недалеко. Село Межадр, получается, и от него питаюсь. Ну как, немного. Интернет ешка показывает, а вот связь позвонить можно.
Так, ну я, наверное, думаю, ребят, чаечку мы испьем. Чайковского, крепенького. На костре, который я хочу замутить. Так, где у нас? Так, ну здесь, наверное, сразу выкинем. Мусор сожгем. Чтобы он нам глаза не мозолил. Вот так. Сходим сейчас за водичкой. Чиферочек наберем. Чифербак. И вскипятим Чайковского. Попьем со сгухой. Опа. Вот так. Ну, сейчас быстро скипит. А в лесу, нету дров. Смотрите, ребят, какая сосна здоровая. Даже обнять не могу. Привет, родная. Что там у тебя? Тишина. Когда тут расщелина здоровая. Опа. Вот такое дряхленькое, но нет, сгодится. Нет, ребят, сгодится, что? Выбирать-то уже нету. Нет, выбирать. Темнеет уже быстро. Вот, ребят, нашел смородинку, смотрите. Сейчас мы это дело сделаем. Пока не отпало, можно попить смородинки. Хороший чай. Шиповничком сейчас сделаю, ребятки. И будет классно. Нашел здесь. Да, ребят, хоть топорик какой-то надо иметь, блин. У меня был топорик, потерял, блин. Сейчас нету топорика, надо приобрести вот к осени как раз уже быть маленький какой-нибудь для пеших походов. Так вообще не делай, ребят, смотрите, погибать же буду, замерзну, а дров нету ни хрена, блин. Трухлядь одна валяется. Сушины-то стояли там. Можно было их рубануть. А я что-то понадеялся, что замыло тут, понападало что-нибудь. А ни хрена нету толкового. Вот. И так. Как-то так. Ну ладно, как-нибудь будем кантоваться. Потихоньку. Хорошо, корень вот этот выпер. Был бы же немного послабже, я бы его не поднял просто. Так вообще бы ничего не было. Туман на реке, ребят, смотрите, какой стоит. Поднимается красавец. О, бомба. Просто бомба. Какой-то бурелом запер, блин. Все, ребят. Темень наступает. Сижу на берегу, пью чаечек. Мелочь долбит страшно, блин. Не отошла еще, блин. Вода такая холодная. Где-то подергивает. Непонятно. Красота. Спокойно так. Тихо. Там где-то возле пляжа хорошо кто-то прыгнул, блин. Крупная рыба. Ну, выстрелов вообще интересно не слышно было. Ну все, сейчас стемнеет. Перезаряжусь и будем ждать уже налима, ребят. Так, ну что, дела сделали. Перезакинули. Наша смородинка подспела. Все, ребятки, пьем чай. Балдеем. Опа. Ну, там еще на кружечку будет. Что тут с костерком? Как дела? Потихоньку. Леньку. Мы, наверное, со сгуха, ребят, попьем чаечек.
А нет, неохота. Охота вообще без сахара такой чай пить. О, вот это, ребят, чаек. Просто божественно. Смотрите, ребят. Запах-то, ё-моё. Что, родные, ну что, время 8. Все, перезакинул. Ну, еще конкретно 8:30 пойду. Уже обильно насажу вот червей, получается. Ну, по 4, по 5 червей на крючок, пучки такие. Ну и будем ожидать, ребятки. А так все шикарно. Там виднеется, ребят, закатик такой еще, ну, еще до конца не стемнело, но уже все конкретно так наступает. Такая самая, вот я люблю такую пару, когда вот именно вот такой момент, такой пейзаж. С дровами, ребят, туговато, но я не знаю. Будем как-то экономить. Ну как экономить? Экономить не получится. Посмотрим. То, что холодно будет ночью, это да. Мы будем бегать чаще, проверять домки. Как-то так. Не спать, не кемарить. И думаю, вывезем нормально. Так что, как есть, так оно и есть. Понеслась. Вышли звезды. Вот моя база. Все потемнело конкретно. Время 8:30. Все, братва, начинаем. Конкретно начинаем. Все, сейчас контрольная перезакидка. Последняя. Все, слышно, что мелочь перестала звонить. Где-то звонит, блин. А нет, это бывают такие моменты, когда колокольчик вот так встает от течения, он потом звонит. Надо его прямо ставить. Вот так. Чтобы не было такого. Ну все. Перезаряжаю, ребят. Ставлю по 5, по 6 червей, шматки. Чищу. Конкретно путаю поводочки, разматываю, чтобы все ровненько, все красиво стояло. Ну и будем ждать поклёву. Будем ждать поклёву. Прохладно. Так, ну видно, что мелочь перестала есть. Все, мелочь успокоилась. А то до этого что творилось вообще. Все просто почистую съедала. Вот так расправляю поводочки, ребят. Бам-бам. Все, огонь. Все красиво. Ну и вот добавляю, ребят. Вот то, что объеденное, я не снимаю, а просто добавляю свежих. Постоянно надо добавлять, чтобы свежее было. Тогда должно все получиться. Ну и надеюсь, что такая погода, вода холодная, налим должен уже проснуться. Должен уже выходить. Вот так добавляю. Где один, где два. То, что не поела, уже видно, что мелочь отошла. Ну, в принципе, я так и рассчитывал. Опа. Все. Четко. Вот так, ребят, разложил корень. Благо вот эти сучья обгорели и можно было его положить. А так он как этот растопыренный лежал. Вот топориком бам-бам бы разрубил и все классно. А тут нет. Ладно, зарплаты надо будет срочно приобретать. Готовиться уже конкретно уже к осени. Во, огонь. Нормально, ребятки. Ну все, ожидаю, братья мои, ожидаю. Все сделал, мелочь отошла, ждем налима. Шел, костер потух. Сейчас его перезаряжаю так. Корень вот этот, не могу с ним разобраться. Он в песке был, как бы, вон песок и не горит. Надо, получается, наверное, баллон положить изначально, чтобы с баллона горело. Тогда проще будет. А то так я не протяну.
это не дело, ребята. Все вроде нормально. Раскочегарил. Сейчас поставим чаечек согреваться. Что-то замерз я. Да. Прохладно, блин. Как-то. Так, только остается пить чаечек. Согреваться изнутри. Со смородинки. Вот так. Берем. Надо потом запарить еще один. Ну, попозже покушать приготовим. Пока в ожидании. Все только в ожидании. Так, ребят, сходил сейчас на дальняк за жердями. Так, время 18 минут 12 уже. Тишина. Вообще полнейшая. Температура воздуха. Сейчас тогда на дорогу поднимался, ешку поднял. 1 градус, короче, тепла, ребят. Представляете, какой заморозок дал? Короче, вообще холодно. Ну ничего, сейчас хоть дров пару жердин принес до сюда и пару жердин до дороги кое-как. Нормально. Надо было с вечера сходить, но сейчас фонариком сходил, нормально. Так что костер будет, будем жить. Сейчас схожу, ребят, перезакинусь еще, наверное, и уже что-нибудь приготовим покушать. А покушаем мы, ребят, жареную картошечку с грибочками. Вот, свеженьких этого сезона. Я, правда, ел уже в гостях, но не своей, не сам лично не собирал. А это не то, ребят, это не то пальто. Так, ну и не знаю, ребят, ждем поклевки. Тишина вообще. Блин. Налима уже ловили, я знаю, по сезону. Просто должен же, должен. Все, что есть для него. Погода такая. Мороз еще дал, блин. Так что, ребята, ожидаем. Я надеюсь. Тут, походу, ребят, не 0. 0. Банка замерзла. Смотрите. Походу 0 градусов. Все 0. Ну, чувствуется очень холодно. Добавляю, ребят, свежих. Меняю, потому что вода холодная. Червь потом белеет. Добавляю свеженький, чтобы какие-то шевеления под водой были. Чтобы как-то было все это эффективно. Не ленюсь. Вот это заморозок 31-го. Да, лето, конечно, вообще меня шокирует просто. Вот так свеженьких добавим, чтобы какие-то шевелюхи были. Опа. Хоть с костром, хоть сейчас все нормально. А то расстроился, думаю, блин, такой мороз к утру вообще будет беда. Замерзну, думаю. Хорошо сходил. Не поленился. Правда, метров 300 пришлось пройти. Но притащил жердины. Заодно и согрелся. Вот так должно звенеть, ребята. Вот так. Ребятки, займемся праздничным ужином. А почему праздничным? Потому что рыбалка, ребят, это всегда праздник. Так. Сначала вот так сделаем. Ну что, где наши красавцы? Вот такие, ребятки, смотрите какие. Просто песенка. Достанем ножичек. Обычно шляпку ломаю. И покрупнее, ребят. Гриб ужарится. А чтобы вкус гриба чувствовался, сделаем покрупнее. Обычно грибы, конечно, я отвариваю немного, минут
15-20, не доваривая. И уже потом сортирую по пакетам. Допустим, на сковородку, на семью. И замораживаю такими пропорциями. А потом зимой размораживаешь и уже жаришь. О, красота! Лепота! Грибочки, грибочечки. Та-ра-ра-ра-ра. Вот такие просто шикарные, чистые, тверденькие, вообще бомбовские. Шляпку так порежем. Обычно, конечно, не на доске режется, а так крошится. О. Ну еще где-то один. Ну какой шикарный просто. Тверденький. То, что надо, ребят. Ну, как раз вот для меня просто полноценная жареха. Вот так. Возле костра тепло, хорошо. Сейчас почистим луковицу. Такую нормальную. Я люблю, когда лука много. Почему-то мне нравится с луком. Картошку жареную, чтобы лука много было. А когда мясо жарю, так вообще разговоров нету. Возьмем 3 зубчика чесночка. Тоже туда, ребятушки, сделаем это дело. А тут даже 2. Грибы, лук, ребят, чеснок готов. Сейчас почистим картоху. И все готово. Костерок надо подправить. Развалился весь. Дымит сейчас стал дымить. Так, ну что, картошечку порезал. 3 штучки, ребят. Мне вполне достаточно будет. Ну, в целом, ребят, за нож могу сказать, что. Ну, можно им, да, вот порезать что-то вот так. Ну, в плане охотничьего ножа я его не вижу вообще. Так, колбаску, сальца, мальца можно порезать. А вот что-то делать, чтобы он тебе реально помог. Там где-то, не знаю. Это я не могу сказать. Чисто взял попробовать, реально. Тот потому что на заточку отдал свой ножик. Ну тот вполне меня устраивает. Вообще я им делаю все. Все, ребятки, что, начинаем жарить, я думаю. Вкуснотишку нашу. Свежачок. Просто свежачочек. Ну, прошел процесс, ребятки. Обжарочки.
О, с дымком. Красота. Свеженькие. Сейчас немного обжарим. И картошечку сразу. Запах, ребятки, уже пошел. Шикарный. Все. Пока ничего не солим. Картошечку добавили. Все, погнало все дело. Сразу протрем. Вот так вот. Ребят, смотрите, что у меня получилось. Вот такая картошечка. Ибо грибочки, ребятушки. Хрустят. Мягенькие. А картошечка, ребятушки. Сейчас я все под этим делом черный хлебушек. Помидорками. Просто бомба, ребят. Так что всем приятного аппетита. Давайте со мной. Немного перекусим. Лучок, чесночок, ребят. Классно. Очень вкусно. Кто бы что, ребят, не говорил, ну просто бомба. Реально, очень вкусно. Когда вот на костре вот так, горяченького. Не знаю. Очень вкусно. Я помню, раньше почему-то в детстве грибы вообще не ел. Родители жарили грибы с картошкой, а мамка, мне помню, отдельно жарила сковородку картошки. Я уже с чем-то ел другим. Но потом я очень сильно полюбил. Сейчас грибы ем в любом виде. Ну, соленые не особо уважаю. А вот жареные, особенно с охотки, ребят. Ну что тут говорить-то, они стояли там буквально вечером еще. А тут на сковородочках. Классно. Тихо, ребят, на реке. Мороз. Ну как мороз? Около 0 градусов. Тишина. Звезды. Классно вообще. Но не клюет. Не берет налим. Почему, не знаю. Пойду перезаряжу еще раз. Не знаю, что делать. Не было выхода, вообще не было выхода. Будем думать на утро, как обычно.
Ребят, одел, короче, дождевик. Вспомнил, что у меня в рюкзаке есть дождевик брезентовый. У него теплее намного стало. Потому что он все равно как-никак такой не пропускает. Ну и плюс закрыт полностью. Притащил еще 2 жердины. Подложил, нормально стало. Ходил, перезакинул еще раз. Но нифига. Черви нормальные. Налим не выходит. Час ночи. Всех с 1 сентября. Всех детишек с Днем Знаний. Но попадает на воскресенье, так перенесли, получается, на понедельник. Ну, как бы ни было, с Днем Знаний. Полежим, погреемся немного. С минут 15. Пойдем перезакинем еще раз. Ребятки, всем доброе утро. Ну что, время 6 час утра. Ночь для меня очень тяжелая оказалась, ребят. Холодная вообще. До 2 часов, наверное, до 2:30 я вот ходил периодически, перепроверял донки.
Ну, результата никакого не было. Потом поднялся мощный туман. Бахнула температура около нуля. На речку, короче, спуститься было вообще невозможно. Так холодно вообще. Костер и так слабенький, короче. А потом приходишь, еще надо как-то отогреться после этого, короче, никак. Возле костра разложился, надел дождевик, короче. Ну и, короче, лежал, кемарил вот так подправлял дровишки. Даже в оконцовье уснул на целый час. Ну, сейчас позавтракал. Короче, надо, ребятки, сматываться. Ну, не стрельнуло у нас по налиму. Увы, но это факт. Мои полосы, ребята, жерди таскал аж вот оттуда, короче. По кустам там не пройти. Ночью ходил через вот эти кусты. Там где-то жерди находил, ну, сушины. Потом шел по кустам кое-как. Все руки, ребята, разбил, смотрите. Страшно, блин. Потом спускался на обрыв, чтобы здесь можно было спокойно пройти. И тащил, короче, здесь. Ну, чтоб как-то не замерзнуть. Водичка, видно, что немного упала, как будто даже. Это радует, что вода падает. Ну все, сматываем. Змееныш попался один. Не крупный. Ночью, походу, выходил под утро. Так, бродяга, подожди. Подожди-ка, подожди. Глотает страшно, конечно. Ну, вроде реанимировал. Давай. Давай, малыш. Давай, расти. Вырастай. Че, в шоке, да? Давай, давай, пошел. Змеюка. Маленький под утро вышел. Маленький налимчик. Ну все, рюкзачок упаковал. Упаковывать надо, ребят, капитально, чтобы, ну, поход. Плюс сейчас хочу грибочков посмотреть, чтобы ничего не натирало, удобно было. Тщательно все сложил, как дома, спокойно, не спеша. Ну и все. Ну что, господа, подведем итоги. Значит, как получается? То ли не попал, то ли с глубиной не определился, с дистанцией, не знаю. Ну вот, с утра какой-то налимчик проходной был. Видно, заглот, ну, как бы все по красоте, как и должно быть. Налим хватает, заглатывает. Но ночью передо мной была поклевка, вот когда я проверял третью донку. Это была на лиме поклевка в любом случае. Ну, почему-то он сдернул там шмат червя и ушел почему-то, не знаю. Может и крупный даже налим был. С вечера была мелочь, сами видели. Ну и ночь, ребят, была очень трудовая, жесткая. Я вообще не был готов почему-то. Оделся так по-среднему, так как пеший поход. А вещи с собой теплые не взял. В оконцовье замерзли ноги, потом весь сам замерз. С дровами тоже не вариант, без топора. Но это мои погрешности, конечно. Думал, навалят сушин, но сушин не оказалось. Берег почистил, ребят, берег чистенький. Радуется раз, говорю, радуется глаз. Все чисто за мной. Не видно то, что кто-то тут был. Все рогатки, все я как обычно убираю. Все четко. То, что этот корень, который здесь стоял, я его перетащил сюда, вот я его, следы я его волочил. Так он и не сгорел, ребят, мне за ночь. Но я его убрал, пускай останется следующему страннику. Догорает костер. Вот сейчас
Балан также остался, вот я его перевалил на ту сторону, пускай сохнет. Опять же, это кому-то дрова. Возможно, здесь сюда, ребят, по осени я еще приду. Оставил картошку. Тут немного, ну, допустим, муху или одному там что-нибудь приготовить возможно. Сейчас холодно, с ней ничего не будет. Пускай вот так в подвешенном виде в пакете висит. Возможно, кому-то охотнику. Сейчас охота открыта, может кто-то шурпу захочет остановиться на берегу сделать. Ну и как-то так. То, что тут столик был, я, ребят, ничего не трогал. Хотя дров не было, вот эти сухие я мог бы вырвать, но я не стал. Пускай она будет. Делал человек, трудился, занимался. Зачем это надо ломать? Я вот никогда не понимаю, когда вот помимо шалашей, так баньки сжигают. Вот это пидорас, одним словом. Больше я никак их не назову. Также вот тут проволока какая-то я вот подвесил, чтобы не потеряли. Пригодится, может, кому-то. А так за мной, ребят, чисто, как обычно. Мусор, то, что собрал, сжег, слава богу. За ночь горели бутылки, стеклянные даже. Так что вот, все чистенько, все культурно. Ни бычочка, ни ничего такого за мной нету, ребят. Так что всех я, ребят, просто, не знаю, аж как сказать, провоцирую на этот подвиг. Так что, ребятки, помимо того, что сами не гадим, так давайте еще уберем за другими, и тогда будет вообще классно. Ну вот, ребят, первый поход, так что я думаю, все впереди. Открытие не состоялось, но рыбу мы увидели все равно, налимчика мы увидели, но не за тем, что мы хотели. Соответственно, конечно. Все, ребят, буду выходить. Хочу погулять по лесу. Посмотрим, может, грибочков. А так холодно, голодно, темно, но зато, ребят, это своеобразный отдых, это своеобразная движуха. Кто любит походы, кто любит ночные рыбалки, ребят, пишите, буду рад с вами списываться. Ну и спасибо за просмотр, всем хорошего настроения. Дрюня на связи, всем пока.